Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели и телезрители, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Вета Вишнякова. Наши режиссеры Мария Новгородова, Николай Слепцов, Айдын, а в нашей студии гости, и я рада их представить. Сегодня в нашей студии гостят директора, руководители учебных, образовательных, средних профессиональных учреждений нашего города, и не только города, но и нашей республики. Я рада представить Любовь Афанасьеву, исполняющую обязанности директора Харбалахского образовательного комплекса имени Николая Мурдинова АМА Ачыгыя. Любовь Аркадьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы к нам сегодня с самого утра добираетесь в наш город из Татинского района. Вы просто герой. Спасибо вам большое. Ради эфира приехали, проделали такой долгий путь. И на машине, и на пароме. Я рада вас видеть. И, конечно же, именно вы начнете наш эфир. Но сейчас я еще представлю еще гостей в нашей студии. Сегодня Анастасия Соломонова, директор финансового экономического колледжа имени Ивана Фадеева, также в нашей студии. Анастасия Васильевна, здравствуйте. Добрый день. Одно из старейших учреждений нашего города, профессионально-образовательных. Также в нашей студии сегодня Сергей Сысолятин, директор колледжа цифровых технологий Айтын. Сергей Иннокентьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы все нашли время и пришли сегодня в нашу студию. За организацию нашего эфира я с удовольствием благодарю Тамару Данилову, ведущего главного редактора редакционно-издательского центра Института развития профессионального образования. Тамара сегодня нам предоставила возможность нашим слушателям и зрителям узнать из первых уст о том, какие плюсы есть в каждом образовательном учреждении, представитель которого сегодня будет в нашем первом блоке, и еще будут гости другие во втором. Такая вакансия профессиональных мест, да, в средние специальные образовательные учреждения, и мне кажется, это очень круто. Не буду тянуть время, сразу же хочу спросить, Любовь Аркадьевна, у вас, что за Харбалахский образовательный комплекс, кому будет интересно получить там образование, расскажите, пожалуйста. Да, вот начну с того, что наша образовательная организация находится на живописнейшем берегу реки Амга. Прям вот стоит на берегу, то есть у ребят есть возможность отдохнуть как на природе. А река такая чистейшая же, прям какая чистейшая, красивая. Да, природа вообще вдохновляет, можно сказать, да, и самое хорошее там то, что место проведения практики, оно тоже рядом находится при желании, да, например, вот основная часть, да, вот самое лидерское, скажем, направление нашей специальности — это машинист в открытых горных работах. Мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами. Это вот ближайший друг наш, да, получается, это акционерное общество «Тюлен». Наши студенты проводят практику, их специалисты, да, сотрудники обучают наших, то есть они... И уже даже когда проходят практику, уже даже им предлагают работать, а работа высокооплачиваемая, хотя наверняка тяжелая и, может быть, даже связана с какими-то рисками. Конечно, да, то есть там в том числе готовятся и на бульдозериста, да, получается, и в этом году мы заключили соглашение с Алроса. То есть у наших студентов также добавляется возможность пройти практику не только в близлежащем месте, да, по территории, но и еще вот мирном, удачном, и трудоустроиться вот там тоже. То есть, и хорошо заработать. И хорошо заработать, да, и в том числе вот местных кадров промышленность, там тоже охватываемся, да. Также у нас есть набор по профессии пожарной, тоже актуальная очень профессия. И тоже наши ребята с студенческих времен, они уже добровольную пожарную дружину сначала проходят, да, вот как учебную, потом производственную практику, и уже тоже очень быстро трудоустраиваются. Также в этом году у нас новое направление появится — ювелир, после 11 класса. Направление достаточно такое новое. Мы в прошлом году открыли мастерские по дальневосточному проекту, да, вот по федеральному, скажем, да, всероссийскому, литейная мастерская, которая отвечает всем требованиям для проведения и ДЭМО-экзаменов, и соревнований, да, вот по профессионалам, и для ребят это будет очень интересно. Ну и из плюсов, да, вот у нас предоставляется общежитие,
Сейчас там проводятся очень большие такие ремонтные работы, потому что этим летом у нас будут проведены 22-е спортивные игры Манчары, и у нас ожидается размещение гостей. Поэтому для студентов будет возможность уже вот в обновленном таком ярком, красивом месте пожить, скажем, да. И также из плюсов у нас есть столовая, где студенты могут обеспечены горячим питанием. Так что, в принципе, и кушать можно, и жить можно. А актуальный вопрос про бюджетные места? Да, у нас набор в том числе и по изготовлению художественных изделий из металла тоже проводится, да, вот еще одна специальность новая. В каждом месте у нас по 25 бюджетных мест, скажем, да, вот по каждой профессии. И вот по художественному изготовлению из металла это у нас 8 мест на набор, скажем, да. Поэтому, в принципе, мы ждем всех, как таковых вступительных сложных экзаменов нет. Главное, чтобы были хорошие аттестаты, скажем, да, и желание обучиться, начать и закончить образование. Значит, вы приглашаете учащихся после 9 класса и после 11, и время обучения составит? Время обучения составит от 10 месяцев, да, например, вот художественное изготовление из металла, до, самое долгое это у нас будет машинист на открытых горных работах, да, вот самый такой, да, высокооплачиваемый, скажем, будет, да, это 2 года и 10 месяцев будет. Это если после 9 класса поступают. И недолго. В принципе, быстро, потому что быстро. В том числе мы же все реализуем федеральный проект «Профессионалитет», скажем, да, мы входим в число вот 2 основных направлений из нашей республики, это сельскохозяйственная и горная работа, не как ядра, но как сопутствующие, поэтому программы такие ускоренные, быстрые. Ребята очень быстро обучаются и уже начинают подрабатывать, знают, откуда деньги зарабатывать. Спасибо. И сейчас давайте перейдем к одному из старейших учебных профессиональных заведений, финансово-экономический техникум. Колледж. И, Анастасия Васильевна, пожалуйста, вам слово. Кого вы ждете в этом году? Какие специальности востребованы, какие популярны? Хотя уже сколько-то лет назад говорили о том, что уже экономистов и бухгалтеров огромное количество, уже как будто бы и не нужны такие специалисты, хотя время показывает, что все находят работу с этой специальностью, и они по-прежнему нужны. Да, в этом году мы выпускаем по 4 специальностям. Это финансы, это экономика, бухгалтерская учет, это банковское дело и торговое дело. Но в этом году мы будем вести прием по 5 специальностям. По очной форме, значит, после 9 класса это экономика, бухгалтерский учет. После 9 и 11 класса у нас это специальность финансы. Банковское дело, к сожалению, только после 11 класса мы прием делаем, да, и торговое дело после 9 и 11 класса. После 9 класса у нас срок обучения 2 года 10 месяцев, после 11 класса это 1 год и 10 месяцев. И есть еще заочная форма обучения по следующим специальностям, это экономика, бухгалтерский учет, финансы и юриспруденция с этого года. Это только все можно очно или можно онлайн еще получить? Нет, онлайн нет. Заочно? Да, заочно. Да. 1 раз сессия в году у нас получается, да. Всего у нас в этом году бюджетных мест по всем этим специальностям 150, по экономике и бухгалтерскому учету на базе 9 класса 25, на базе 11 класса 20 у нас бюджетных мест, да, по финансам после 9 класса по 25 мест, после 9-11 класса, да, банковское дело 15 мест после 11 класса и по торговому делу 25 и 15 мест соответственно. Как вот ваш прогноз будет, сколько человек на место и какая будет самое популярное направление? Да, в основном дети подают несколько заявлений, допустим, одновременно на финансы, на банковское дело, да, но почему-то у нас банковское дело всегда на первом месте. Потом у нас, значит, на финансиста подают документы, и потом уже экономика, бухгалтерский учет. Ну, на самом-то деле, вот по результатам
результатам 2024 года по объявлениям, по вакансиям, по потребности, да, как бы в наших выпускников было объявлений по Республике Саха-Якутия всего 823 объявления. То есть спрос есть в любом случае, да, каждый год у нас процент трудоустройства повышается. В прошлом году у нас это был процент 62%, это плюс уже 2% по сравнению с 2023 годом. А какие-то плюсы есть для, например, тех, кто не из Якутска будет поступать, общежитие или... Да, общежитие у нас есть. Это рядом с учебным зданием по Юнского 31, 124 места у нас в общежитии. И еще дополнительно это по улице Халтурина, это общежитие уже ЯИПК, там 30 у нас тоже мест предусматривается. Сейчас же еще очень популярно получать профессию уже в зрелом возрасте, то есть не только поступают абитуриенты, да, но и люди, которые, например, уже даже и выходят на пенсию, могут такое свое желание как-то реализовать, и люди уже такого, ну, там, зрелого возраста, да, хотят получить еще одну профессию. Сейчас же тоже можно им рассмотреть ваше предложение. Да, конечно, потому что заочная форма, вот здесь мы предлагаем, да, по нашим специальностям, и впервые мы получили лицензию на специальность юриспруденция, да, вот в прошлом году, и уже весной выпустили, значит, курсы переподготовки по юриспруденции. Как раз-таки вот такой контингент к нам поступил, и среди них тоже были наши будущие выпускники. Получили вот дополнительную квалификацию юриспруденции. Спасибо. И сейчас я хочу передать слово Сергею Иннокентьевичу. Вы директор колледжа цифровых технологий Айтын. Ну, наверняка в ваш колледж очень много желающих попасть, потому что цифровые технологии все с каждым годом все больше и больше охватывают желающих. Ну, наш колледж ведет образовательную деятельность по двум направлениям. Это первое – это IT, а второе – это туризм. По первому направлению по IT у нас есть группа специальностей. Это такие специальности, как информационные системы программирования, компьютерные системы и комплексы, обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем. И четвертое – это беспилотные авиационные системы. А второе направление – это у нас туризм. Там у нас одна специальность – это туризм и гостеприимство. И в этом году мы набираем по 4 специальностям. Первая специальность – это информационные системы программирования на базе 11 класса, 25 мест. Срок обучения составляет 2 года 10 месяцев. Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем. Вторая специальность тоже 2 года 10 месяцев на базе 11 класса. И третья специальность у нас туризм и гостеприимство на базе 11 класса. 15 мест и срок обучения 1 год 10 месяцев. Ну и в этом году у нас новая специальность – это разработка компьютерных игр виртуальной дополненной реальности. Эта специальность новая для нас и в целом для республики тоже новая, и она достаточно интересная. И в рамках этой специальности ребята смогут обучаться создавать компьютерные игры, мобильные приложения, создавать какие-то дизайны, фигуры, и в последующем при выпуске они смогут трудоустроиться в разные IT-компании, либо могут создавать свои приложения, продукты и начать свой стартап. Ну и все специальности являются достаточно интересными, а вот по направлению туризма здесь наши ребята по выпуску трудоустраиваться именно по направлению, связанные с туризмом. Это в основном туристические организации, которые находятся в Хангаланском районе, и турфирмы, которые работают здесь, в городе Якутске. По трудоустройству IT-направления здесь у нас нету одного такого большого работодателя. Наши ребята по выпуску трудоустраиваются в основном во всех сферах экономики нашего региона, начиная от IT, образование, медицина, безопасность, культура, ну и так далее. И здесь, например, в прошлом году наши выпускники были трудоустроены в школах, управлении образований, профессиональной образовательной организации, сельские администрации, почта, музеи и так далее. То есть это говорит о том, что
Сфера IT, она не имеет четких границ, и поэтому здесь сфера IT уже связана со всеми нашими сферами экономики. Спасибо. Я напомню нашим слушателям и зрителям, что 20 июня будет дан старт всем приемным комиссиям, всем приемным компаниям средних профессиональных учебных образовательных учреждений. И сегодня у наших слушателей и зрителей есть возможность обратить внимание на некоторые учебные заведения, руководители которых присутствуют в нашей студии. Вот в первом блоке у нас Харабалахский образовательный комплекс имени Николая Мурдинова-Ачыгыя, и также у нас финансово-экономический колледж имени Ивана Фадеева и колледж цифровых технологий Айтын. Если кого-то из наших слушателей и зрителей заинтересовала информация по вот вашему учебному учреждению, где они смогут узнать подробнее и, может быть, как-то можно же и сейчас все через интернет сделать, да, и подать как-то заявку, как это сейчас правильно говорится. Может, вы назовете сайт или телефон приемной комиссии, или вот когда лучше там звонить, когда лучше подавать время работы приемной комиссии? Заявки в основном принимаются через госуслуги. Сейчас у нас все как бы оцифровано, цифровизация хорошо вошла в нашу жизнь. Да, вот. Также, не ошибусь, да, вот все данные по нашим учреждениям размещены на сайтах. У каждого есть свой сайт, да, и вот, 2 ГИС, и по интернету тоже вот можно найти информацию, и там же есть и телефоны тоже. Что-то хотела сказать, забыла. По которому можно позвонить, да, еще уточнить, в рабочее время, в рабочие часы. А сейчас действительно можно вот так просто подать заявку в любое учебное заведение, даже параллельно в несколько, да, и пройти также онлайн можно и вот эти все этапы поступления. Я здесь добавлю, да. Прием-научную форму обучения по программам СПО, среднего профобразования, она является общедоступным в нашем регионе, и она начинается приемная кампания с 20 июня по 15 августа. И прием осуществляется по среднему баллу аттестата. Здесь перечень документов — это заявление, документ, удостоверяющий личность, документ об образовании и фото 3×4. Также Министерством образования и науки Республики Саха-Якутия в этом году создана единый контактный центр номер 122, добавочный 9, где все желающие могут позвонить, узнать об всех учреждениях, где есть какие образовательные программы, наличие мест, общежитий, условий и так далее. Поэтому все интересующие вопросы можно уже по этому номеру узнать. И по соцсетям, скорее всего, тоже информации такие краткие будут распространены, там, начиная от изображений, скажем, да, и заканчивая видеороликами по, скажем, самым актуальным, популярным вопросам. Так что я думаю, как таковых сильных сложностей не будет. Но мне нравится то, что это по времени обучения небольшие сроки, да, вы назвали и 10 месяцев, там, и год, чуть больше года, и 2 года как будто бы максимально. И, конечно, вопрос цены тоже немаловажен. Насколько сейчас приемлемо получить финансово образование среднее профессиональное? Какая цена за год? Или там за 10 месяцев, да, если это... Наверное, я отвечу. Действительно, мы набираем на бюджетные места, и столько же количества мы принимаем на платные места, да, это всегда так было. И с этого года у нас стоимость обучения мы увеличили на уровне 100-120 тысяч рублей, но есть скидки у нас, да. Это за год? За год обучения, да, и в принципе по сравнению с высшими учебными заведениями я считаю, что такая стоимость, она приемлема, и с учетом 2 лет подготовки на базе 11 класса, да, и, скажем, 3 лет на базе 9 класса. И скидки у нас дополнительные к этой стоимости есть за сразу внесение стоимости за год 10%, да, скидка будет инвалидам 2-3 группы, 1 группы. Также, значит, по итогам успеваемости, это наше новшество с этого года, да, со 2 семестра, это кто поступил на базе 11 класса, а кто поступил на базе 9 класса, с 3 семестра мы предоставляем за хорошую успеваемость скидку тоже в размере 10%.
Да, так мотивируете, да, на хорошее обучение. Огромное вам спасибо за то, что вы сегодня нашли время и рассказали про то, куда лучше поступить абитуриентам, да и тем, наверное, кто просто, может быть, хочет освоить новую профессию. Или те, кто умеет, но хочет получить документ, который удостоверяет, что они умеют эту профессию. Через 4 короткие минуты вернемся и продолжим ярмарку вакансий. Дорогие друзья, мы продолжаем. Сегодня у нас ярмарка вакансий. Наш эфир наверняка будет интересен тем, кто заканчивает школу, и самим абитуриентам, будущим вчерашним школьникам и их родителям, потому что сегодня в нашей студии руководители учебных, образовательных, профессиональных учреждений. О среднем профессиональном образовании мы говорим. И я рада представить сегодняшних гостей. Это Изольда Николаева, директор Якутского педагогического колледжа имени Степана Гоголева. Изольда Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте, очень приятно. Спасибо, взаимно. Также сегодня в нашей студии Леонид Алексеев, директор Горно-геологического техникума. Здравствуйте. Леонид Егорович, здравствуйте. И в нашей студии сегодня Дмитрий Павлов, директор Якутского промышленного техникума имени Тараса Десяткина, верно? Здравствуйте. Правильно. Дмитрий Игоревич, добрый день. Спасибо, что нашли время и пришли сегодня в нашу студию. Кого вы ждете вот в этот сезон поступления? 20 числа начинают работать все приемные комиссии. Да. Расскажите, пожалуйста, о том, какие плюсы для тех, кто поступит к вам в Якутский педагогический колледж, который, кстати, очень хвалят уже сегодняшние и воспитатели, и учителя. Да. К нам приходили в студию и говорят, что обучаете вы хорошо. Да, спасибо. Добрый день, уважаемые слушатели, те, которые смотрят передачу. В этом году мы ждем, как говорится, наших выпускников 9-11 классов. Профессия педагога, она остается, есть и будет всегда престижной профессией. В этом году мы принимаем по 6 специальностям на базе 9 классов, 11 классов. И сегодня, наверное, я скажу, что в этом году мы принимаем по новой специальности. Это учитель основы безопасности и защиты Родины на базе 11 классов. Это новая совсем специальность. И в основном, я надеюсь, что поступят юноши. Да? Ну и, конечно, потому что учитель основы безопасности и защиты Родины должен быть, я как сама вижу, это должен быть мужчина, да, в школе. Ну и, конечно, те специальности, которые востребованы, это преподавание в начальных классах, дошкольное воспитание, педагогика дополнительного образования, учитель музыки, они остаются, да, то есть именно на нашем сайте можно ознакомиться, и, конечно, мы ждем наших выпускников. И, конечно, это конкурс будет наверняка большой. По сравнению с прошлым годом у нас на одно место около 10, больше 10 человек. Да? В этом году у нас сокращаются группы. Количество групп на базе 9 классов. Если в прошлом году мы набирали 2 группы, то в этом году 1 группа. Ну и, конечно, для большинства слушателей, может быть, это интересно, мы в этом году открываем отделение в Ангинском улусе. Это 20 мест по специальности преподавания в начальных классах по заочной форме обучения за счет бюджета. То есть это контрольные цифры приема. Впервые вот нам выделили такие места. Удивительно, я даже не думала, что настолько популярна профессия педагога, потому что, в принципе, сейчас непросто. Если раньше все-таки как-то были потише вот и родители, да, и сами ученики школ, и воспитанники детских садов, то сейчас как-то имеют право голоса все, да. И нередко возникают вот конфликты. Но это не останавливает. Выборы, да. Конечно, в течение года проведена большая работа. У нас это открытие психолого-педагогических классов, профориентационной работы, встречи с выпускниками школ, да. Ну и, конечно, еще большим плюсом в этом году это будет то, что мы вошли в профессионалитет.
1 сентября мы открываем образовательный кластер «Педагогика», где войдут наши работодатели. Это школы, детские сады, дворец детского творчества города Якутска. Ну и, конечно, это еще дополнительно 2 педагогических колледжа в республике. Это Намский педагогический колледж имени Ильи Егоровича Винокурова и Вилюйский профессиональный педагогический колледж Николая Гавриловича Чернышевского. То есть поэтому при выборе профессии педагогики я бы хотела посоветовать, не надо вот бояться в выборе той или иного колледжа, то есть мы все 3 колледжа в одном образовательном кластере, то есть студенты, которые обучаются в Намском педагогическом колледже, в Вилюйском, они будут приезжать к нам и проходить обучение на новых зонах, которые мы создаем, оборудованных, да, по профессиональным модулям, то есть это будет сетевое взаимодействие, обмен студентами, преподавателями, да, преподаватели будут проходить стажировки, мастер-классы и так далее. Сейчас мы уже закупились на 60 миллионов 500, ждем оборудования. В данное время проводится капитальный ремонт в учебном корпусе, поэтому ждем прекрасные аудитории, ждем прекрасный отремонтированный наш учебный корпус. Но у вас и место расположения в центре, и да, общежитие у вас есть? Общежитие у нас на 350 мест. В данное время обучается у нас 790. К сожалению, для всех студентов это, скажем так, проблема обеспечения общежитием. Да? Ну и по возможности мы стараемся обеспечить студентов малообеспеченных, да, которые остро нуждаются, которые приезжают к нам с арктических улусов. Приоритет мы даем этим студентам. Спасибо. Идем дальше. И, Леонид Егорович, ваш горно-геологический техникум. Все верно. Кого ждете? Какие плюсы, какие льготы? Здравствуйте, уважаемые слушатели. Наш горно-геологический техникум находится в поселке Хандыга Тампонского района. Как вы знаете, Вячеслав Анатольевич Штыров является уроженцем Тампонского района, так что мы очень хорошая история у нас есть. В этом учебном году мы ждем, у нас выделили 115 бюджетных мест для студентов. Мы ждем по таким направлениям студентов, как техник-геолог, техник-мастер, также мастер по ремонту автомобиля, маркшейдеров и обогатители полезных ископаемых. Эти все профессии являются очень престижными в горной отрасли, так что если студенты будут выбирать наш техникум, мы по-любому могу сказать, что они потом туда стоятся ведущие компании нашей республики. Вы из Хандыги приехали? Да, мы из Хандыги приехали. Сегодня тоже? Вчера. Тоже ради эфира? Да, конечно. Надо же рассказать зрителям, слушателям, что мы тоже ждем их всех. Да, такой долгий путь проделали. И наверняка там сразу практику, да, тоже проходят у вас те, кто поступает? Да, кстати, у нас тоже то, что являемся горными, да, наши студенты, практиканты при прохождении практики горной работодатели, да, получают зарплату даже. И зарплаты, могу сказать, что являются очень хорошими. Так что при выборе нас, студенты хорошо могут быть обеспечены уже с 1-го или с 2-го курса, начиная с практики. А сколько всего обучиться, чтобы полное образование получить? Там разные специальности, там от года и 10 месяцев до 2 лет до 10 месяцев, тоже выбор профессии. Тоже недолго, да? Да, относительно недолго. Дмитрий Игоревич, вы тоже приехали из Хандыги? Нет, я приехал с нашего любимого ГРЭСа, наше учебное заведение. Якутский промышленный техникум находится по адресу. Город Якутск. Да, город Якутск, 50 лет Советской армии, 86/1. По вопросу, кого мы ждем, мы, конечно же, ждем выпускников 9-11 классов, тех ребят, которые действительно уже смогли сделать осознанный выбор в ракурсе технических направлений. Мы являемся ударным учебным заведением по подготовке кадров именно для промышленности нашей республики, в том числе и для нашего государства. Мы все понимаем, насколько это на сегодняшний день важно. Перечень специальностей у нас более 10 специальностей, сроки обучения от 1 года до 3 лет, в зависимости от той специальности, которую выбирает абитуриент. Для того, чтобы слушателям было сегодня понятно, о каких специальностях идет речь, я не буду говорить полностью наименования, но назову самые главные рабочие профессии. Если говорить связанное с электроснабжением, это электрослесаря, электромонтажники. По ЖКХ у нас идет мастер ЖКХ.
В этом году мы открыли, вот я чуть позже расскажу, новую специальность, это водоотведение и водоснабжение. Открывали ее прицельно под компанию «Водоканал» и Министерство ЖКХ со всеми ресурсными организациями. Очень интересное направление, рекомендую к поступлению. Есть такое направление у нас и специальность в Нерюнге, появилась теперь в городе Якутске. Всего лишь 2 учебных заведения на территории РСЯ. Можно сказать, мы являемся чуть ли не единственным по подготовке токарей. Называется специальность оператор-наладчик станков ЧПО. Но мы все с вами понимаем, что сейчас у нас идет момент цифровизации, да, дистанционного управления, поэтому мы ставим уже уклон на ЧПО. Визитной карточкой для нас остается это ювелиры и огранщики. В этой части мы имеем очень большой опыт. У нас огромные мастерские, мы выпускаем собственную продукцию, ну и участвуем, соответственно, в различных конкурсных программах и представляем нашу республику по этим направлениям. Для работодателей очень интересна специальность, это подготовка слесарей КИП и слесаря по газовому обслуживанию. По сути, мы на сегодняшний день закрываем весь такой перечень интересных рабочих профессий. И в этом, конечно же, большая заслуга Тараса Гавриловича Десяткина, который прицельно открывал это учебное заведение. Многие традиционные специальности сохранены уже по сегодняшний день. Нам на сегодня 41 год. Какие плюсы? Ну, понятно, что есть общежитие. Как и у многих учебных заведений, мы не можем сказать, что мы 100% обеспечиваем ребят общежитием, но все сироты, малообеспеченные и нуждающиеся у нас охвачены. В этом нам, конечно, большую помощь оказывает наше родное Министерство образования. То есть эти вопросы точечно всегда решаются. Общежитие на сегодняшний день у нас на 96 человек, плюс дополнительные места. Там же на Грессе, да? Второе общежитие находится не на Грессе, находится, это общежитие ЯИПК. То есть мы порядка, на улице Халтурина порядка 30-40 человек мы расселяем. Ну, я думаю, что с этим проблем как таковых нет. У нас всегда есть свободные места, чтобы расселить ребят. Многие ребята с города. Что из плюсов нужно сказать? Вот уже мои коллеги сказали про трудоустройство. Я сторонник все-таки практикоориентированного подхода в обучении. Я считаю, что любое обучение должно заканчиваться трудоустройством. Если оно не закончилось трудоустройством, то это образование по факту нам на сегодняшний день и не нужно. Потому что основной, так скажем, период нашей жизни – это работа. Работа во благо развития какой-то конкретной компании. И мы можем уже сегодня похвастаться тем, что перечень работодателей достаточно расширенный. Можно более того сказать, что генеральный директор Якутцемента, генеральный директор АО «Водоканал», генеральный директор Якутскэнерго являются нашими членами наблюдательного совета. То есть они непосредственно курируют наше учебное заведение. Помимо этих 3 компаний мы взаимодействуем также с различными формами ИП, различными компаниями ОАО, в основном они ресурсные, энергоснабжение и так далее. Мы подготавливаем на сегодня специалистов абсолютно для всех компаний системы ЖКХ, СГХ, мэрии, управ и всех остальных компаний. Конечно, мы можем назвать сегодня такие известные компании, как ЕТЭК, Алроса, ЛОРП, администрация Ленского бассейна. Ведем сейчас переговоры по направлению практикантов в нашу компанию Полиметалл, и так далее. Компаний очень много, причем, опять же, большой жирный плюс. Вот практика для нас это ключевое. В подготовке специалистов основное обучение производится в производственных цехах, то есть мы не пишем там конспекты, мы конкретно приобретаем профессиональные компетенции. Ребята у нас в весенний период направляются на практику. Мы не замыкаемся на сегодня только территориально на городе Якутске. Сегодня мы охватываем практически 32 улуса. Везде, где находятся наши работодатели, направление на практику производится строго по приказам, и каждый ребенок действительно приобретает необходимые навыки. За счет этого взаимодействие и трудоустройство само по факту оно и осуществляется. Поэтому, когда мы говорим о 100% гарантии трудоустройства при желании абитуриента, мы его можем обеспечить. Поэтому, конечно, мы ждем тех абитуриентов, которые хотят работать на производстве. И я думаю, что на сегодняшний день наш техникум в этом является одним из самых лучших. Вы прирожденный оратор, Дмитрий Игоревич. Спасибо. Просто слушала бы вас бесконечно. Где вы учились этому искусству? Я учился в нашем университете СВФУ, педагогический факультет, оканчивал магистратуру, педфак, окончил аспирантуру также, педфак,
наше СВФО. Дополнительно, ну, здесь такой филиал у нас был, санкт-петербургский, это менеджмент. И по образованию, конечно, первая базовая, я считаю, профессия, которая мне помогла все-таки пройти все этапы становления, это был электромеханик Якутского института водного транспорта. Тогда это было Якутское командное речное училище. Поэтому, ну, синергия 3 учебных заведений. Но самое любимое, я все-таки считаю, что это СВФО, потому что действительно была очень уверенная база, которая, ну, позволяет работать и дальше. А преподаете вы? Сейчас я являюсь еще и старшим преподавателем по совместительству в высшей школе. И педагогической деятельностью занимаюсь более 10 лет, помимо того, что занимаю еще руководящую должность. И преподаете какой-то предмет? Менеджмент, безопасность жизнедеятельности, ну и ряд других специальностей также охватываю. Спасибо, очень интересно. Ваши специалисты — это те, кто приходит в систему ЖКХ работать? Вот смотрите, в том числе. В том числе система да. ЖКХ. Вот у нас мы эту работу проводили на протяжении 2 лет, привлекали работодателей. Работодатели тоже с большой осторожностью на самом деле относятся к техникуму, потому что практика может быть по-разному. Мы ушли вот от такого подхода, когда мы массово загоняем по 25 человек группа, у нас точечное распределение, по 3-4 человека от группы в конкретное предприятие с доставкой и закрепление за конкретным мастером. И вот это дает такую большую, хорошую обратную связь от работодателей. Просто это та сфера, где все время не хватает специалистов, и там они очень быстро меняются. И та сфера, куда очень много жалоб направляют жители нашего города, например. Возможно, но я не готов прокомментировать о качестве предоставления услуг, но я хочу сказать, что сейчас на всем производстве и в любой системе, и в образовании, и в экономике действительно присутствует дефицит кадров. И это, конечно же, сказывается. Причем я хочу сказать, что вот даже то, что я назвал, уровень заработных плат очень высокий. Вот мы сказали о них, но я вот вам озвучу. Вот на сегодня готовы даже того же электрослесаря принять на работу зарплатой от 80 тысяч рублей. Выпускника. Токарь может на сегодняшний день получать от 150 до 300 тысяч рублей. Ну, это является мотивацией? К вам охотно идут вообще на поступление? Конкурс или все-таки... у нас составляет на одно бюджетное место 5 кандидатов. Вроде бы кажется, что даже перебор. Наборы полные, у нас не было задержек по выполнению КЦП, причем у нас на сегодняшний день, вот по прошлому году, у нас обучается на платной основе порядка 60 человек. Мы цену мы стараемся все-таки выдерживать ценовую политику, то есть не завышать. Конечно, расходы огромные, потому что это и материальные расходы, и все остальное, да, то есть подготовка специалиста, выделение материалов необходимых и так далее. 85 тысяч рублей у нас средняя на сегодняшнюю стоимость. Я так слышал, что сейчас директор... Это за год обучения? Это за год обучения. С финансового, допустим, колледжа сейчас выступал предыдущий директор и назвали под 120. А вот по рабочей профессии, которая будет наиболее востребована на сегодняшний день, у нас цена 85 тысяч рублей. Эти профессии нужны. 65 тысяч. У вас 65 вообще невысокая, а у вас... У нас тоже более высокая, тоже где-то около 80 тысяч. Смотрите, вот здесь вот надо сегодня нашим слушателям о чем сказать. Вот цен на обучение бояться не нужно. Да. Сегодня у нас есть прекрасная государственная программа при поддержке нашего президента Владимира Владимировича Путина. И каждый ребенок, даже с малообеспеченной семьи, может получить образовательный кредит под всего лишь 2%. Оформляется прямо на месте. Это наш великий банк Сбербанк. Очень удобная и интересная формация. И выплачивать вы должны не ежемесячно. Вот мы смотрели для анализа в течение, по-моему, даже чуть ли не 10 лет. По факту ребенок может выплатить, заводятся карточки, и по 500 рублей всего лишь в месяц снимается. С такими зарплатами он очень быстро погасит даже во время обучения. Программы нацелены и сейчас на приветствуется, когда уже студент, будучи даже первокурсник, он может уже работать. Допустим, наши учителя. Мы заканчиваем. Благодарю вас за полезную информацию. Пусть хорошо пройдет вот это вот все приемная комиссия с 20 июня, которая начинается. А слушателям и зрителям спасибо за внимание и хорошего вечера, правильного выбора.